Как человек укрыт землей могильной, так родина моя лежит под толстым снегом. Моя быстротекущая река накрыта слоем льда, под тяжестью его лежит безмолвно. Моя зеленая и черная тайга накрыта тоже шапкой снеговой. А в дымной тесной юрте мои якуты, родичи мои, все съежившись, согнув колени, лежат, окружены огромной жестокой стужей. Тоғы бейі қоттырды бұд. Сақалар түмшілері тоғы қоттырды. Өребіліше ұтылғанын күнігер бейге бұн атчылар әрі күрдік көнні бүт. Бүйріксін сақалар өректер жомбудағайға бейгіне әрейге бұрыға тәпті. Бірілі-күрілі рүйістапы болылар. Бардың соқуын қарағынан көрін сәптеуқ солы тобылу өте бітті. Мон кук қараңын ұраппыт барақсан, бәйтін бас көздінің жолы ғутын, сырдық каталығытын сетейт әбеті, өйәбеті. Бұл үтілгеннәқ түгеннер тоқ санағы мегін терттілер. Тоқ қаннық түмікке кәлдім. Бастатын тұран, сақалы сударыстыны думаға бәйбет бәсті бізелләқ болықтақ бұд. Оны сетейекқа. Иккенен тоқ бар күйі сырыны уыран туран бар жону өреккеққа, өреттереққа. Үшүйінен нұрот өйін санатын оғынларар тұғығар олықтақ театрдары дәріеққа. Что же представляла собой Якутия в начале бурного XX века? По данным переписи 1897 года, на бескрайних якутских просторах проживало 269 880 человек. Подавляющая часть населения занималась скотоводством. Помимо знатных тайонов, представителей древних якутских кланов, на другом социальном полюсе находились бедняки, хамначиты. Борьба за социальное равенство была главной повесткой дня. Местное население беспокоили социальные болезни, суровый быт, техническая отсталость, низкая грамотность, нараставшее национальное неравноправие. Суровый дикий край, доселе дремавший вдали, в углу земли, как заколдованный забытый богатырь, окованный железными цепями, коленнопреклоненный, неподвижный, воспрянул от тяжкого сна. Первая русская революция всколыхнула весьма далекий от политических волнений Якутск. Лидер якутской интеллигенции Василий Васильевич Никифоров Кюльмнюр основал Союз якутов и народцев, который выдвинул политические требования, тем самым вызвав преследование властей. Слово имеет адвокат подсудимых из противозаконной организации «Союз якутов и народцев». Сабунаев. Господа судьи, господа сословные представители, вы судите не этих 15 подсудимых, вы судите всю якутскую нацию, которая предъявила свои насущные требования. И мне хотелось бы верить, что вы поймете все отчаяние якутского народа и вынесете им оправдательный приговор. Слово имеет подсудимый Никифоров. Господа судьи, господа сословные представители, наконец мне дается возможность рассказать о страданиях моего маленького темного племени. Представьте, на огромном пространстве тундры, болот и тайги
одну маленькую якутскую юрту, где совершенно там голые дети, полураздетые женщины, больные старики. Мужчины избивают от тяжелых работ. Их облагают разными податями. Бедняку и народцу за уплату подати приходится продать свой скот или вступить в кабалу своему богатому сородичу. Вся жизнь якутов проходит в борьбе за существование. Земли у якутов не было и нет. С 1850 года там поселили ссыльных. Они содержались за их счет, грабили, убивали местных и насиловали их жен и детей. Свобода внесла в якутскую жизнь перемены. Поэтому был создан Союз якутов, чтобы добиваться, во-первых, права на землю, во-вторых, ведение земства, в-третьих, представителям в Государственную Думу. В этих целях нет состава преступления. Надеюсь на оправдательный переговор. Деятельность Союза была подавлена, но она дала мощный толчок к пробуждению национального самосознания якутского населения. Суд практически оправдал проходивших по делу участников Союза якутов, вынеся им сравнительно мягкий приговор. Провозглашенные Первой русской революцией демократические свободы распространялись не на все население огромной страны. Бедственное положение жителей отдаленной области наводило передовых людей обширного Ленского края на тягостные размышления о судьбах малых народов, беззащитных перед надвигавшейся мировой войной, о проблемах их культурного и экономического развития в условиях колонизации. Якутская область оставалась одной из самых отсталых окраин империи. Тем не менее, край, как часть огромной страны, испытывал воздействие российской модернизации. Развивались пути сообщения, тракты, по рекам ходили пароходы, возникали золотые прииски, завозились различные товары, появились крупные купцы и предприниматели. Действовали торговые дома и компании. Вводились новшества в сельском хозяйстве. Алексей! Баргында! Таксан машиналарды сабота көрөккө. Бейре тоқтары хәмәт. Бұл ехет. Такая интеллигенция тиранабы сұрықпа. По-моему, первее всего нужны съезды интеллигенции. Далее нужны наследные, улусные и окружные съезды. Беседы с тойонами, агитации в народе, выписка книг, журналов, создание обществ и кружков, приобретение органа печати и так далее. Трудно только начало, а раз будет брошено семя, то оно даст скорые исходы. Нужно только всем взяться за дело дружно, всем улусам Якутского округа. Но, жанакка хөрі бүккөліріксі. Бұл маны қаз бірді сақа кейтіге тепдет тақпыд. Жа, давар, барыққа. Егетер әні, бұл рұқпыны народе стресестері қараған егнері құмар. Тоқты яны. О, жа, бәрт болады. Не утратившее доселе свою актуальность письмо якутской интеллигенции, выдающегося якутского мыслителя Алексея Елисеевича Кулаковского «Эксекулях», отражая особенности времени, свидетельствует важный этап в развитии мировоззрения национальной интеллигенции Якутии. Ваше превосходительство, здравия желаю. Имею честь доложить, что инородческий съезд проводится в порядке, предусмотренном вашим распоряжением. Все готово для вашего выступления. Прошу пройти в зал заседаний. Ваше превосходительство, здравствуйте. Алексей Елисеевич, здравствуйте. Я ознакомился с вашим письмом. Похвально написано о скотоводстве, земледелии, промыслах, но я не согласен с постановкой вопроса о переселенцах.
В ближайшее время переселение не планируется. Напрасно вы беспокоите население. Напрасно. Но я все-таки хотел бы публично выступить перед съездом, если вы позволите. Не настаивайте. Алексей Елисеевич, не настаивайте. Зря я надеялся, что его превосходительство поймет озабоченность маленького народа за свое будущее. Текст знаменитого письма к якутской интеллигенции так и не был зачитан перед делегатами. Тем не менее, он разошелся в народе в многочисленных копиях. Интеллектуальная элита к тому времени имела не только свои политические организации, но и печать на основе кириллицы. С 1907 года выходила общественно-политическая и литературная газета «Якутский край» Сахадай Дута на русском и якутском языках. Жабу саңа терейбет, сақа саңата сурын албыт. Самой улақан кенағахен кенағас кағылар кәмнеті болуа. Өрек білі тәниян жон сергес сұрғы білергер. Оны жа олаттыр әгі туғы дисаныгыт, өліксөй, алампа. Бұ ақылы тыллақ бастығы ғұрна албыт. Сөрін сұрғынан. Кырдюктақ жүл дүлленен. Баттабыла тағыстабыла чырыгар. Олықпыт тупсарыгар. Кағылға әрай соғ боларыгар. Түйі күс болуқтақ. Сыргы жалы улаттын, сақалы саңа сатаратын, сақамук сайыннын. В 1917 году численность якутской интеллигенции насчитывает 260 человек. Внутри нее не было единства. Союз истинно русских якутов выступал за сохранение монархии и прежних устоев государства. Были сторонники левых и кадетов. Значительную часть интеллигенции составляли либералы. В рядах молодой большевистской партии состояли Максим Амосов, Платон Слепцов-Аюнский, Исидор Иванов-Барахов, Степан Ржаков, Степан Васильев. Среди молодежи Якутска действовали кружки «Кэскил», «Рассвет», «Юный социал-демократ» и другие. Товарищи, война в конец измотала страну. Солдаты не желают более участвовать в этой кровавой бойне. В городах растет стачечное движение. В деревнях крестьяне не хотят жить по-старому. Близится социальная революция. Самодержавие обречено. Товарищ Ярославский, можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Как же будет осуществляться власть в новом обществе? Что будет с государственным управлением? После революции власть перейдет к диктатуре пролетариата. И, как учит товарищ Ленин, государству трудящихся масс. Но это будет переходный период. Хорошо, русские рабочие и крестьяне установят новое государство. А трудящиеся иных угнетенных народов как будут участвовать в строительстве нового государства? Думаю, что у трудящихся всех народов общие цели и интересы. И они вместе с великим русским народом будут строить новое государство. Вы слышали? Что думаете, друзья? Ну, что скажешь. Действительно, как быть с малочисленными якутами? Нам будет трудно идти с русскими братьями. Да, ведь у нас люди все поголовно безграмотные. Нет промышленности. Живем далеко от центра. Это точно. Да.
все-таки у малых народов есть свои особые интересы. Взять хотя бы развитие, образование и культуру. Да, ты прав, Максим. Нам бы задуматься, какое место займут народы в новом обществе. Якутские трудящиеся должны активно участвовать в управлении родным краем. Конечно, Платон. Страна большая. Управлять окраинами Якутии нелегко. И сейчас-то затруднительно из Иркутска. Если вот задуматься о том, чтобы расширить полномочия органов власти, да, кажется, нужно организовать органы места. Давар Кузьма хорошо сказал. Друзья, раз уж мы все сошлись во мнении, давайте думать об этом всерьез. Да только так, друзья мои, на путь борьбы мы смело встали, чтоб пламя битвы разгорелось на нашей народной земле, чтоб всем якутам-беднякам открылись в будущее двери. Мы не свергнем старый строй, а где бороться нам с врагами, и где прольется наша кровь, не все ли равно? 26 марта 1917 года, Якутск. В зале нового Якутского окружного суда проходит первый съезд якутов и русских крестьян Якутской области. Среди делегатов деятели якутского национального движения Василий Никифоров, Гаврил Ксенофонтов, молодые большевики-якутяне и другие. Все ораторы говорят об уничтожении самодержавия, всеобщем равенстве, земельном переделе. Слово попросил молодой юноша с выразительным взглядом и энергичными жестами по фамилии Аммосов. Это было первое публичное выступление молодого, еще малоизвестного якутского революционера Максима Аммосова. Граждане свободной России, жители Якутии, мы много говорим о всеобщем равенстве, о демократии, но мы живем в многонациональной стране, где есть большие и малые народы. К сожалению, до сих пор якуты, как небольшой народ, к тому же инородцы, не имели никаких прав. При новом строе мы можем оказаться вновь в неравном положении. Я заявляю, что якутский народ имеет право на самоопределение в форме автономии. Товарищи, мы сейчас с вами решаем вопросы первостепенной важности. Не следует торопить события. Тем более, что вопросы будущего государственного и территориального устройства страны должны решать на высоком уровне. Товарищи, призываю к тишине! Товарищи, а сейчас слово предоставляется товарищу Ксенофонтову. Перед нами новая Россия. При новом строе вместе с великим русским народом на историческую авансцену вступают большие и малые племена. Но ясно одно. Никакого национального угнетения и подчинения одного народа другому. Северяки требуют, чтобы российское государство было единым. Вместо Якутии федерацию я вижу национально-культурной, а затем территориально-национальной автономии. В культурном воссоединении с великим русским народом и усвоении принципа демократизма, равенства, свободы и братства народов Якутский союз видит единственный путь к возрождению своей нации. Гаврил Ксенофонтов и Василий Никифоров 25 июня 1917 года создали партию Якутский трудовой союз федералистов.
Среди его лидеров также были Семен Новгородов, анемпадист Сафронов, Алексей Широких, Роман Аросин и другие. Якутский союз насчитывал до 1200 членов и был самой влиятельной партией в Якутии. Они были сторонниками национально-государственной федерации, основанной на признании суверенных прав народов России на самоопределение. Планировали построить Сибирь на федеративных основаниях и получить в ее составе автономию по этническому признаку для якутов. В отличие от остальной части страны, где шло триумфальное шествие советской власти, в Якутии правил местный эсеро-федералистский блок. Весной 1918 года в Якутской области политическая ситуация резко обострилась. Возник конфликт между эсеро-федералистским областным советом и Советом рабочих депутатов. Арестованы 27 членов Совета рабочих депутатов. Собрания, заседания и митинги, шествия на улицах Якутска были запрещены. Земская автономия в Якутии вызвала негативную реакцию в административных центрах Сибири и в столице. Она была расценена как сепаратизм. 1 июля 1918 года Якутск занял отряд Красной Армии под командованием Рыдзинского. В городе установилась советская власть, которая продержалась недолго. 22 августа белогвардейский отряд Михаила Гордеева занял Якутск. Произошли аресты большевиков. 300 советских деятелей были высланы из Якутии. Распалась партия федералистов. Верховный правитель России, адмирал Колчак, назначил эсера Василия Соловьева губернатором Якутской области. Правительство Колчака в целом благосклонно отнеслось к деятельности Якутского земского управления во главе с Василием Никифоровым Кулюмнюр. Фронты гражданской войны не протянулись до Якутии, но эхо далеких ожесточенных боев докатилось в виде незаконных арестов, несанкционированных судов, расстрелов, насилия и грабежей. В 1918-19 годах власть в Якутии принадлежала земствам. Они не пользовались поддержкой местного населения, которое отказывалось вносить земские платежи. В эти годы произошли антиземские движения в Намском, Барагонском, Ботурусском и других улусах. Окрепла подпольная большевистская организация. 15 декабря 1919 года в результате вооруженного восстания в Якутске была восстановлена советская власть. Чаттер. Телеграмма Омск. Товарищу Андреевичу. Латен, здорово. Здорово. Бүгін кеге меха жевер барыққа. Онна адам скрябин мен қоғаннар бар бір тайқы музыка янтахарбыт. Оны барын истеққа онна сынала. Сөпалампа. Мен бо олус ыксаллах телеграмманы Омскага ытақсом. Нунна бәйбі кебет Кузьма Андреевич автономиябытын көмінскі сылжар. Диалабын бітәдім де тием. После свержения проколчаковского режима земское управление было распущено. В Якутии создаются и революционные комитеты. Сразу встал вопрос об образовании якутской автономии. Выявилось 4 альтернативы. Культурно-национальная автономия. Группа якутской интеллигенции во главе с Гаврилом Ксенофонтовым. Якутская область. Сиббюро ЦК РКПБ. Буферное государство. Якутское губбюро РКПБ во главе с Георгием Лебедевым. Якутская автономная республика. Группа молодых якутских большевиков во главе с Максимом Амосовым. С большим трудом реализовалась последняя альтернатива. Началась новая эпоха в истории Якутии. 20 апреля 1920 года Сибревком ликвидировал областную самостоятельность Якутии и превратил ее в район Иркутской губернии. Член Иркутской губернской продовольственной коллегии, представитель Якутии Кузьма Андреевич представил Сибревком предложение о сохранении областной самостоятельности Якутии в административном отношении. В частности, он выразил свое сомнение по поводу возможности планомерного управления необъятным Ленским краем из географически удаленного Иркутска.
9 мая 1920 года в Иркутске состоялось совещание по вопросу об автономии с участием представителей Якутии Амосова, Аюнского, Андреевича. Максим Кирович Амосов на совещании выступил за восстановление самостоятельности губернии. Платон Аюнский констатировал доступность связи Якутска с Иркутском только в течение короткого лета. Тем не менее, член Иркутского губревкома Беленец заявил о недостаточности аргументов в пользу сохранения губернской самостоятельности Якутии. 3 октября 1921 года Первый съезд ревкомов Якутии единодушно поставил вопрос об автономной республике. 16 февраля 1922 года Президиум ВЦИК поручил Наркомнацу разработать положение о Якутской АССР. Вопрос затянулся из-за несогласия НКВД и Наркомфин. Но дальше тянуть с решением этого животрепещущего вопроса было опасно, так как в селе Чурапча состоялся съезд народов Якутии, вошедший в советскую историографию как контрреволюционное сборище. Было образовано Временное Якутское областное народное управление ВЯОНУ, которое провозгласило борьбу против большевиков. Все это происходило в условиях разгоравшейся гражданской войны в крае. Во многом она была спровоцирована руководством области Триумвирата во главе с секретарем губернского бюро РКПБ Георгием Лебедевым, который призывал расправляться с повстанцами, как с бандитами и националистами. Такая пагубная политика была остановлена с прибытием в Якутию видных военных и партийных работников, таких как Сергей Широких-Полянский, Петр Савлук, Иван Строт и других, которые поддержали позицию местных якутских большевиков. Несмотря на ведомственные разногласия, положение об автономии было разработано, и Президиум ВЦИК 27 апреля 1922 года принял историческое постановление об образовании Якутской АССР. Определены внешние границы. Введены атрибуты государственности. Представительный орган – ЯЦИК, исполнительный – Совет народных комиссаров, народные комиссариаты. Установлена самостоятельность в культурной жизни, в судопроизводстве, в административно-хозяйственном отношении. Территория Якутской АССР была разделена на 6 округов – Якутский, Вилюйский, Алекминский, Ленский, Верхоянский и Колымский, которые состояли из 26 улусов, 10 волостей, 354 наслегов, 88 сельских обществ и 43 родов малочисленных народов Севера. 1 июня 1922 года начало действовать первое правительство ЯАССР – Совет народных комиссаров. Председателем назначен Платон Алексеевич Слепцов-Аюнский. Народы Якутии впервые в своей истории обрели государственность. Первый всеякутский учредительный съезд Советов, проходивший на стыке 1922-1923 годов, положил начало деятельности высших органов государственной власти. Избран Центральный исполнительный комитет Якутской АССР под председательством Аюнского. Во главе правительства Совета народных комиссаров стал Исидор Никифорович Иванов-Барахов. Товарищи, мы переживаем исторический момент. Во исполнении постановления Первого общеякутского съезда Советов образуется правительство Якутской АССР. Представляю вам членов правительства. Нарком внутренних дел товарищ Аржаков. Командующий войсками республики товарищ Байкалов. Нарком торговли и промышленности товарищ Андреевич. Нарком земледелия товарищ Донской. Нам следует разработать первый и единый план развития хозяйства республики. Товарищи, слово предоставляю наркому юстиции товарищ Широкий. Товарищи, мы начали работу над первой конституцией Якутской АССР. Безусловно, наша конституция будет провозглашать власть советов рабочих
камночетских, крестьянских и красноармейских депутатов. Предстоит прописать полномочия ЯССР и РСФСР, установить внутренние и внешние границы, утвердить государственную символику республики. Так начинались первые шаги молодой республики. Но не все было просто. Официально разграничение полномочий между правительствами РСФСР и ЯАССР произошло только с изданием декретов ЦИК и Конституции ЯАССР в 1926 году. До 1927 года фактически развитие государственности республики, как и в других автономных республиках, шло самостоятельно, без контроля со стороны центральных властей. С обретением автономии в Якутии начался экономический и культурный подъем. Происходило активное освоение национальной промышленности и развитие культуры коренных народов. Еттигиттер, сақан музыкаты. Оғандырым қайтақтақ құрдық, өре бола тақсы бұттары. Орты дойдуға түрән, кехи болан қалларарым, айымнеларым әрі болалдар. Онан сәнәғыз тұчаққа сыйысым құрдық тұтан білейіндерергіп болдар, мен жоллақ кейінен бәйбін ағын етті. Доктор, бұл Москва қорыққа болары тұрар, bütün союзтағы бұставқаға бейге сақалар сетейі бүтін көрдірі өпіді. Үйінерге сайдырға үші өйттегем кәлі. Бейге сақалар кәлі кәнчәрі чаппыт тұғығар культурабды сайыныр өпіді. Бәйбі тұспа театрдақ, балеттақ, музыкалақ бол өпіді. Оны бейге илі қарақпыдынан әт құғапының істер көрер жолдан өпіді. Бұлатынның қартығына галереятын оңырары бірайы қоңырасыл жабыд. Сотыру бәйбіт музей әрейік бұд. Өліксі, ән оны тоқчы қанымын. Бейгені қабаран тымны, қариян, қадан қырақтауды. Ордақ тымны, мұскуян, бұғарылақ мұңықтауды. Кыданнақ тымны, кағариян, бұстыват тыңнауды. Ол боллағына. Қодың мұстағы мұғыры қодын, қолғырас мұз хон нүгар. Қорғоя ғытан, аны бейді жүхін көбілінан. Бұста салғанан, теміре көрейен, өлі теллен көрейен. Политические репрессии трагической страницей вошли и в историю Якутии. В 1927 году, вслед за подавлением вооруженной демонстрации конфедералистов, так называемого дела о ксенофонтовщине, прокатилась первая волна репрессий. Лидер якутской интеллигенции Василий Никифоров Кулюмнюр, арестованный по ложному обвинению, умрет в тюрьме в Новосибирске. Руководство республики будет отстранено и подвергнуто гонениям, которые завершатся десятилетия спустя кровавой расправой. Деловик Мальтович Максима Хайптер. Ой, 10 ел. 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 10
Осень 1937 года. Тяжелый год массовых репрессий против представителей партийно-советской элиты, не согласной со сталинской политикой. Особенно пострадали лидеры национальных республик. Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Оржаков и сотни других. Погибнет интеллектуальный и духовный лидер якутского народа Гавриил Ксенофонтов. Не избежит этой горькой участи и Платон Наюнский. Истерзанный и замученный следователями НКВД, он будет привезен в Якутск и умрет в тюрьме. Мне ль быть на жизнь свою в обиде? Мне ль пред своей судьбой робеть? Мы все, родившись, солнце видим. Мы все, родившись, встретим смерть. И я умру, мой прах исчезнет, травой мой холмик порастет. Но мной оставленные песни в столетиях сохранит народ. Аюцкий, на выход! Максим, ты мне, как брату, говорил: цени слова, не распыли их пыл, не отступай от мечты своей, не падай, не сдавайся, не робей. Да будет так, как ты сказал, Максим, да светит свет твой над путем моим. Выдающиеся люди, лучшие сыны народа, погибнут, но останется вековая мечта. Она найдет в начале свое воплощение в их ярких сочинениях и смелых планах, а затем в реальной жизни горячо любимой республики. Якутия не успела оправиться от тяжелых последствий репрессий, как на страну обрушилась Вторая мировая война. За годы войны из Якутии было призвано свыше 62 тысяч человек, а с фронта вернулось лишь около 23 тысяч. Неоценим трудовой подвиг северян в тылу. Засуха, голод, болезни унесли жизни 60 тысяч, включая детей. Якутия понесла самые тяжелые демографические потери. Человек, не падай духом. Стон прерви, почувствуй силу. Стань орлом, взлети к светилу и вкуси лучей сияния, и победы ликования вылей в выдохе последнем. Вот спасение в мире среднем. Возвращение к мирной жизни было трудным, но якутяне с энтузиастом приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. В послевоенные годы республика получила новый импульс к развитию, начался новый этап промышленного освоения и научного изучения Якутии. Северная республика, устремленная в будущее, уверенно шагнула вперед. Необходимо учитывать межлотные процессы. Это очень важно. Это для граждан. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, садитесь. Николай, Здравствуйте, здравствуйте. Добрый. О, Володя, здравствуйте. Товарищи,
Ну, вы сами понимаете, что назрела необходимость готовить местные кадры, то есть создание при Якутском университете кафедры мерзлотоведения. Все наши недра Якутии скованы огромной толщей вечной мерзлоты. Какие богатства она хранит, еще до конца не изучено. Но уже сейчас открываются грандиозные перспективы создания новых отраслей промышленности. Соответственно, для них требуются научные гипотезы и их обоснование. Да, согласитесь, ведь Якутия – это кладовая богатства всего мира. Еще будучи студентом, я писал своим родным, что надо строить заводы, чтобы пользоваться всеми богатствами нашей республики. Я уже тогда знал, что должен стать хорошим специалистом, который нужен нашей республике. Мечтал участвовать в освоении железорудных месторождений и строить светлое будущее. Да, время летит стрелой. А ведь было дело, нам приказали прекратить поиск нефти и газа. Мне с коллегами кое-как удалось уговорить руководство продолжить геологоразведочные работы. Но всего лишь на 3 года. И если не было бы открытий, то работа бы прекратилась. Но за это время нам удалось все-таки найти крупное месторождение нефти и газа. Теперь мы ставим вопрос о постройке в Якутии нефтеперерабатывающего завода и газопровода, и о доставке якутского газа до Тихоокеанского побережья. Дебят доктор. Наряду с добычей алмазов, золота, нефти, газа, угля нам необходимо развивать перерабатывающую промышленность, алмазогранильное, ювелирное дело, деревообработку, производство строительных материалов. Как видите, впереди нас ждут большие перемены. И это не может не радовать. Но главное – это люди. Как тогда юный Володя в своих письмах мечтал о общем счастье северян. Якутская АССР вступила в путь динамичного развития. Заслуги Якутии были высоко оценены страной. За достигнутые успехи в экономическом и культурном развитии республика удостоена высших наград – ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена Дружбы народов. Это, прежде всего, признание самоотверженного служения людей труда во благо Родины. Бәттомго әлгі мүйнені құмыяр. Аз жені тұтан жендетер. Үлетер өйдіргер ұруй болдым. Ондук Василий Михайлович. Көннары тайынлары ағас қалғанын өруден ел. Тұру жонлар әгі болвақ күтті. Сатырыға менен қоты зайды сайдыға. Олықта қадырдыры білем некпеден нада. Қоты күзгі есебедігер. Ору өтендерек бет. Тұпсаға желері тұтық бұд. Бет де болу бет. Ондо, Айдек бұды нада табарыста. Айдек бұды. Үйріңе арқа үйіне үллер балла қоту байғал. Үтөді кәмге оларабыд. Хақабыд сәрі дойдыны күтті бірге олыстағаны түргенlik сайдан әрі. Жол бағас көддік. Арба художник Афанасий Осипов улы урядчылар бітметреттерін рухидавды. Дмитрий Коннович, ән олық үтмаз бәйғанан оларауын көрбітіңді? Көрбітім, жәкіддік шөйді рухидавды. Я бұл сақабыд сәрі көмістағар алмастағар
жиннах бая эги болагат боллады. Аяр жоннар Анастасия Лыткина, бастыкыл өтчүкпет Валерий Кузьмин, онна арсарга атырбыт олимпийский чемпионмыт Роман Дмитриев. Столетие образования Якутской АССР якутяне встречают трудовыми успехами и передовыми достижениями. Созидательные дела ведут Якутию вперед, навстречу грядущему столетию. За годы развития и укрепления государственности республика прошла огромный путь – 100 лет мечты. Октябрь революцията 10 сылын туалан 11 сылыгар барда. Кулы таймаға кыйда, үләхет народ олаға тұруғырда. Алжаммыт олақ абырақтанна. Же олақпыт салғы қайдақ уларыяр. Сүз сылынан, әрей бұруйден, сормың, ұтырынчыкден соқ болуға, сүтуяға. Бұ кәпсән керек әскелін, үрдік мұндарын иле қарақпынан көрбіт кехи. Кыргыһылаак олох кырыстыын кыйданан, батталлаак олох бут байдардыын баранан, эрей буруй эстен, эгердебит элбән, ухун тускул турдун, уруй дуубут. Тыгынча 967 сылла жылга нехиле кайы оскола хыллыга. Радианнан, телефоннан, телеграфынан кәпсетек бит. Сургунан кәпсетер почтаннан таскайдахар төрі турайыга. Автомобилинан, көтер аалынан сылжак бит. Тыгынча 960 хылла жылыгар тимир бетон таз дыбарыстары тутуақтара. Бу күндер бит таз дыбарыстарга төрүр жактар сытар, төрү бүтүнөн ого эмчи тыйытынан көрүллер болуага. Өрүс, үрек айы, тимир күрбелерин охуллуактара, таз суалларла хыгырыктара. 2013 сылттан, 2017 сылга, Жокускай коракка тимир бетон желер жерге хияқтара, хрустал таз дыбарыстар күлүмүрдө хияқтара. Жанкир таз уустарынан килбейяга. Араз дойду отомаха сирлетчи үйнөга.